Всем здорово! В эфире рубрика «Спорт», где мы раскрываем виды спортивных дисциплин, которые развиваются, получают поддержку и имеют свою фан-базу у нас в Туве. Минувшая неделя была неурожайной в плане событийности, но по-спортивному состоялся День отца, празднуемый в России в середине октября. А в спорткомплексе имени Ивана Ярыгина в прошлую пятницу силовики Тувы выясняли, кто лучше играет в баскетбол. Сверху приправим медальными результатами наших спортсменов, привезенными за саянских соревнований. Но обо всем по порядку. Поехали! 15 октября ребята из управления спортивных мероприятий, курируемого Минспортом, организовали спартакиаду среди мужских команд Республики Тыва. Спортивный праздник приурочен ко Дню отца по кроссфиту, дартсу, челночному бегу и перетягиванию каната. Самому молодому отцу-участнику 20 лет от роду, а самому зрелому 64 года. Но возраст ничего не значит, когда команда едина, а цель одна – победа. А в долгосрочной перспективе подать пример своим детям. Во-первых, отец должен быть примером для своих детей, потому что бы мы ни сказали, ни говорили, это толка мало будет. Наши действия будут зеркалом всего. Быть отцом – большая радость, честь и, самое главное, большая ответственность перед семьей, перед детьми и перед Родиной тоже. Эта спартакиада уже вторая по счету, и организаторы надеются на большее количество участников в последующих сборах, поскольку команд участников в этом году было всего 6. Больше участников, больше примерных отцов, а значит, не за горами новое поколение, взращенное на правильных семейных ценностях. Спорт в семье – самый важный фактор в жизни и вообще в семейной психологии и в семейной жизни. А для воспитания детей? Для воспитания это, конечно, тоже самый важный толчок для жизни подрастающего поколения. Я сам занимаюсь и люблю сам спорт и ежедневно занимаюсь физкультурой. Призеры спартакиады отцов республики получили в качестве награды ценные сертификаты и намерены продолжать спортивную традицию. Тем временем наши спортсмены-вольники успешно выступают за саянами. В Хакасии на днях завершился турнир по вольной борьбе среди мужчин, посвященный памяти заслуженного мастера спорта России, призера Олимпийских игр в Сеуле Сергея Карамчакова. В весе до 57 килограмм серебро и бронзу завоевали Арлан Кулар, Айслан Сарглар и Павел Сагды. Золото до 61 килограмма за Альбертом Туматом, а уступил ему тоже тувинец Кежик Ондар, тем самым стал обладателем серебра. Буян Доспан Комбу и Давид Сагды заняли второе и третье места в весовой категории до 65 килограмм. В других весовых категориях по одной медали в Туву привезли Сарукту Калынол, Очугаш Темирхая и тяжеловес Денис Селивес. Параллельно в Красноярской академии борьбы на минувшей неделе проходил 7-й открытый краевой турнир среди юношей до 16 лет памяти заслуженного тренера России Валерия Дзодзикова. На коврах встретились 249 борцов в 11 весовых категориях из Красноярского края, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областей, республик Тыва, Бурятия, Хакасия. Юниоры Тувы выиграли 14 медалей в весе от 38 до 100 килограмм. Поздравим также вольников, принявших участие в недавнем всероссийском турнире памяти Александра Крылова. В масштабных соревнованиях приняли участие спортсмены из 12 регионов страны. Саин Казырык стал чемпионом соревнований в весовой категории до 70 килограмм. Кежик Чемба стал бронзовым призером в весовой категории до 65. Дзюдоисты наши тоже жгут. Так, с 15 по 16 октября в Минусинске прошло первенство Сибири по дзюдо среди юниоров и юниорок в возрасте до 21 года. Бронзовую медаль завоевал Тумат Ондар, тренируемый Темиром Ангуш. В
В пятницу состоялось первенство по баскетболу Тувинского регионального отделения общества «Динамо». В соревнованиях приняли участие 10 команд из силовых ведомств Тувы – ФСБ, МВД, Росгвардия, приставы, таможенники, МЧС и другие. На открытии с приветственным словом выступал начальник управления ФСБ Владлен Мельников. Титул «Сильнейший» в упорной борьбе достался команде Министерства внутренних дел. Отобранные в ходе первенства лучшие спортсмены в следующем году примут участие во всероссийских играх по баскетболу, посвященных к столетию образования общества «Динамо» в городе Казань. Для любителей спорта напомню, что в спортивном зале «Карел» города Кызыла с 21 по 23 октября пройдет первенство республики ТВ по самбо среди юношей и девушек. Минспорта Тувы задалось целью повысить спортивное мастерство и укомплектовать сборную команду региона. А 22 октября в спорткомплексе Субэдэй пройдет республиканская ежемесячная национальная борьба «Хуреш» на призы Барынхемчикского района. Будут участвовать именитые и сильнейшие борцы республики. Не пропустите или смотрите в следующем выпуске обзор. А мы с вами встретимся на телеканале Тува-24 ровно через неделю. Услышимся!